Собственно говоря, я ничего выдумать не хочу, а просто повторю, что на самом деле произошло. В конце года, ну я не помню, когда числа, поехали мы с друзьями, с Володей и еще с одним товарищем на охоту. На охоту вот чисто символически, подышать свежим воздухом, почитать, как я из машины не выходя. Ну и если что-нибудь попадется, типа зайчика, потому что охотничий день, документы все в порядке были. И сделать какое-нибудь жаркое на природе, потому что погода сильно благоприятствовала. Выехали за городок километров 10, остановились на краю деревни. Наш товарищ, взяв ружье, пошел, а Володя задержался, чтобы где-то что-то, может, это с собакой выйти и нагнать на него зайца. Я смотрю, что Володя не выходит, прошло минут 5, думаю, что он такой. В это время подходит машина УАЗик. Я думаю, вот почему он не уходил, ждал кого-то. К нему подходит из машины один товарищ, одетый так полудомашний. Я думаю, ну точно, друг какой-то побеседовать. Начинают беседовать, потом выходят оба из машины. С заднего сиденья берут ружье в чехле, ложат его на капот. Смотрю, Володя полез за документами. Я стою рядом, все это на моих глазах, я не высовываюсь. Думаю, интересно даже, что это такое. Положили ружье на капот, потом этот товарищ, который подъехал, залез в машину, начал что-то там лазить. Я это не вижу, потому что хоть и рядышком, но я не приглядывался. Я книжку читал как раз. Это товарищ, который с нами поехал, это писатель. Я его книжку и читал. Погода благоприятствовала, снежок шел хорошо, романтичное такое было настроение. Смотрю, раскладывают туда, что-то фотографируют, рукой мажут, что-то подходит еще трое или четверо, по телефону говорят. Ну, это, видимо, вызывали машины. Поехали. Поехали, приезжают машины, начинают фотографировать, потом подошли ко мне. Откройте типа дверь, я не открываю. Говорит, хозяин машины сказал, чтобы осмотреть вашу машину. Ну, если хозяин сказал, я говорю, пожалуйста, смотрите. Они открыли багажник, машина была как только что с завода выпущенная, ни пылинки, не то, что там говорят какие-то запрещенные там патроны или ружья или еще что-нибудь. Ну и все, они осмотрели, а я так и не выходя. И смотрю, после этого они закруглились, сели. Могу что-то и ошибиться, прошло уже время много. Сели в машину, уехали. А вот когда, ну и все, мы здесь собрались, поговорили, обговорили. Они сходили за этим товарищем, за лесником, что-то его там нашли по следам. Все привели, там у него все в порядке оказалось. И потом, когда во время суда, что и меня возмутило в том числе, что мы якобы были на охоте, что Бутылев был на охоте, хотя я клятвенно, как положено на суде, говорил, что обещаю говорить правду и чистую правду. Я сказал правду, мои слова ноль, никакого внимания о них не было. Я сказал и могу подтвердить, когда и где угодно, он из машины не выходил. Что у него было в машине, кроме ружья в чехле, я не видел, потому что я не лазил туда. А что там кто-то лазил, это не могу я ничего утверждать. Я и на суде также сказал. Ружье было в чехле, а что там нашли, я не видел.